В глубоком взгляде этого человека читается вся боль перенесенного в депортации ужаса еще до того момента, когда он начинает рассказ об этом. Ныне известному хирургу-онкологу Шевки Бекирову было всего 8 лет, когда ранним дождливым утром 18 мая его с семьей выдворили из родного дома и погрузили в скотский вагон поезда. В мае стали завозить в Крым очень много техники. Это полуторки, студебекеры, машины, в общем. И очень понаехало много военных. Несколько генералов. Но отец был председателем колхоза, вот это Корбек, он назывался колхоз имени Сталина в то время. И вот он был председателем этого колхоза. Ну, отец тоже был в камере смертников у немцев, гестапо, в общем. Его партизаны спасли, он спустился, его сразу назначили председателем колхоза. И я помню, как этих генералов пригласили к нам домой, мама там готовила кушать. И ни слова не обмолвились. За день до депортации они так отцу ничего не сказали. Никто не знал, что нас депортируют. И 18 числа утром, рано, в 6 часов, подняли нас солдаты. Отец говорил, да, біздің шығарып атарлар епмізін. Қалдырмаз бұлар біздің. Ну, там сказали, на 3 дня запасы еды взять. Ну, кто что, я ребенок тоже. Я взял сумку свою с книжками. Всех крымских татар Корбека, куда семья Бекировых переехала из Судака, выгнали на площадь при въезде в село, продержав их там под дождем до самого вечера. Затем на грузовиках привезли на Симферопольский вокзал. Грузили нас в эти телячьи вагоны. Потом там отец сделал стеллажи, и нас поместили на эти стеллажи, доски. И вот так вот ехали мы. Ехали где-то 18, почти месяц. Ехали в Узбекистан, вот наш поезд шел. Это было ужасно. Ты знаешь, вот останавливали составы наши в этом только на разъездах. А разъезды, это там иногда был кран с водой, иногда его не было, понимаешь, не населенный, один домик сторожа, и больше ничего нет. Умирали люди. Все пожилые люди, женщины, мужчины, они по дороге вымерли. Их просто вытаскивали. Тогда этих людей не хоронили, просто скирдовали на обочине. И дальше шли составы. Так у нас все наши люди, наш народ, очень много людей, кости многих людей засеяны на территории огромного Советского Союза. После невыносимо долгого и мучительного пути людей высадили в Молотовском районе Ферганской области. Семья Шевки Бекирова попала в поселок Учкупрюк. Первые 2 года депортации были очень тяжелые. Умирали от голода. Очень много. Дети маленькие и старики. Жара. Май же прибыли. А наш народ привык пить чистую воду. Родниковую воду. А там текла вода, это арычная вода, она была мутная такая. И вот наши шли в эти поля, а там были водосточные эти, орошаемые эти, оттуда сток воды, и вот стали оттуда эту чистую воду, как будто чисто. А на самом деле это была зараженная малярией вода. Пили эту воду и начали от малярии, от поносов, от всего умирать. Я помню, в Учкупрюке был такой еврей, молодой парень, ему, может быть, 21 год был, Иосиф Варшавский. Он был польский еврей, и он купил телегу с ослом, и он каждое утро ездил по домам крымских татар, мертвых отвозил и хоронил. Каждый день он хоронил людей наших.
Ссыльные крымские татары страдали не только от голода и болезней. Людей мучила разлука с родиной и родным домом. Боль за весь свой народ, ставший жертвой клеветы и бесчеловечной несправедливости. Это унизительные годы были для нашего народа, потому что в основном молодежь не могла вынести вот это оскорбление. Узбеки «ухарамлы» дейлерді. Это значит предатель, понимаешь? Население было настроено против нашего народа. Наш народ приняли как самые паршивые изменники, все такое. Вот так вот была психологическая подготовка населения. В Катагурганском районе, я помню, мой брат двоюродный говорил, как на поля выводили татар, женщин, собирать пшеницу, и какая-то женщина там несколько колосков спрятала у себя в трусах, понимаешь, чтобы прийти накормить своих детей. И они нашли и, говорит, завязали ее за веревку к лошади и таскали до тех пор, пока от нее не остались ошметья. Но все ужасы и лишения первых лет ссылки помогли преодолеть трудолюбие и стойкость народа. Попав в чужую, часто враждебную среду, теряя близких и терпя унижение, многие крымские татары со временем сумели не только устроиться на работу, но и в короткие сроки проявить себя. Через месяц отец уже поехал в районный отдел сельского хозяйства, его сразу назначили главным агрономом района. Наш народ – грамотный народ. Наши люди, которые в эти отдаленные кишлаки поселили, они через год уже все в райцентре работали на различных работах. Единственное, учителям не разрешали преподавать. В ссылке Шевки Бекиров окончил школу, поступил в сельскохозяйственный техникум, где получил специальность техник-механик. Работал механиком на Манганской МТС. После службы в армии поступил в ирригационный институт. Но по совету родного дяди, известного хирурга Якуба Балича, решился на кардинальные перемены. В 1955 году Бекиров поступил в Ташкентский медицинский институт. 200 человек крымских татар подали заявление на поступление. Из 200 человек мы поступили 6 человек всего, крымских татар, из 200. Не принимали нас. А на 3-м курсе я уже начал заниматься хирургией, стал дежурить, там приходить. Так получилось, что я все праздники, все выходные дни торчал в хирургии, научился писать истории, вести больных, оперировать. Я, когда институт закончил, уже свободно оперировал аппендицит. Медицинская карьера Шевки Бекирова началась с должности педиатра в районной больнице. Вскоре он стал заместителем главного педиатра Ферганской области, позже заведующим хирургическим отделением Ташкентского мединститута. Я пробился в Ташкентский мединститут. Уже в 1977 году меня перевели в Ташкент, мединститут. Вот новые клиники я строил, я принимал, я пускал их. А потом 5 лет я там работал, был первым заведующим хирургическим отделением мединститута, но потом стал зам по хирургии клиник медицинского института. В Ташкенте Шевки-ага защитил кандидатскую, а вскоре и докторскую диссертации. Стал успешным и знаменитым на всю республику хирургом. Но все эти годы его продолжала мучить тоска по родине. В Крым Бекиров пытался вернуться дважды. Первая попытка в 1967 году была неудачной. Крымских татар тогда не пускали в Крым. Это удалось только в 1993. Но для знаменитого хирурга, профессора, доктора медицинских наук здесь нашлось только место рядового врача и небольшая комната в больнице, где он прожил несколько лет. Мне выделили одну ставку на кафедре как профессора и одну ставку как торакального хирурга в клинике. Но профессорскую мою ставку кафедра тут же забрала, не дали мне они. И я так стал работать рядовым врачом. У меня была докторская, высшая категория хирурга, высшая категория торакального хирурга-онколога. Я ей все эти документы дал.
22 года Шевки Бекиров проработал в торакальном отделении Крымского республиканского клинического онкодиспансера и успешно оперировал до 79-летнего возраста, получив, наконец, на родине звание заслуженного врача Крыма. Но и на пенсии этот человек не сидит сложа руки. В 2018 году он написал книгу «Встреча с прошлым», а сейчас работает над следующей. Жизнь этого человека не назовешь легкой, но Шевки Ага остается оптимистом и надеется на то, что, опираясь на опыт старшего поколения, крымско-татарская молодежь найдет свой путь на родной земле. У нашего народа всегда был и есть и будет потенциал. Вот наше поколение вернуло народ на родину, а ваше поколение должно завоевать Крым. Надо выходить из скорлупы своей собственной и выходить на мировую арену нашему народу. Шевки Бекирову есть кому передать эстафету. Он счастливый отец 5 детей, дедушка 8 внуков и прадедушка 6 правнуков.